Sveikinamės с Кадриледуслар. В эфире программа «Хазина». Мы рады новой встрече с вами. Смотрите сегодня в выпуске. 170 стран, 350 комплектов наград и 27 видов спорта. Рекорды универсиады глазами южноуральцев. День села Ачликуль. На празднике в единственной татарской деревне Красноармейского района побывала съемочная группа программы «Хазина». История одного села. Мы продолжаем рассказ о поездке в Октябрьский район. Кто основал Аминево и почему в деревне осталось меньше сотни жителей. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. А пока краткий обзор новостей. В Казани отметили традиционный Сабантуй. Мероприятие специально перенесли на дни Всемирной летней универсиады. Участники соревнований получили уникальный шанс прикоснуться к национальным традициям Татарстана. Народные гуляния проходили сразу на 11 площадках в Березовой роще рядом с поселком Мирный. Гости праздника смогли не только познакомиться с народными промыслами, но и сами попробовать себя в роли ремесленников – кузнецов, гончаров, ткачей. Казань становится ближе к столице. В ближайшем будущем города свяжет скоростное железнодорожное сообщение. Первый экспресс планируют запустить к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Для мусульман всего мира наступил священный месяц Рамадан. Он продлится с 10 июля по 8 августа. На протяжении этого времени верующие будут соблюдать строгий пост. Его смысл в укреплении веры и духовном обогащении. В эти дни человек должен думать только о том, что действительно важно. Пост завершится большим праздником Рамадан-Байрам. Это вторая по значимости дата для всех мусульман после Курбан-Байрама. Универсиада в Казани стала настоящим праздником спорта, молодости и красоты. В этом смогли убедиться и делегаты от Челябинской области. Конгресс татар отправил на это знаковое мероприятие своих представителей. Что им запомнилось больше всего и какие рекорды навсегда войдут в историю? Об этом в нашем следующем сюжете. Это была первая универсиада, в программу которой включили борьбу на поясах. И сразу такой успех. Южноуральская спортсменка Таисия Киреева завоевала серебро. Но это не единственная награда. Ирина Алексеева принесла бронзу в соревнованиях по самбо. Колоссальная поддержка зрителей была. То есть бороться было гораздо легче. Спортсменов поддержали не только зрители. Сеть «Аптек Классика» стала спонсором соревнований по борьбе на поясах. Каждый участник получил в подарок форму с логотипом компании. Теперь о классике будут знать не только в России, но и во многих других странах мира. Не для галочки все это делается, от чистого сердца, от чистой души. Побольше бы таких людей, больше бы таких компаний. И у нас бы и со спортом, и со здоровьем молодежи все бы было хорошо. Открытие спортивных секций в деревнях и селах – залог будущих громких побед, уверена Лена Колесникова. Благодаря участию сети «Аптек Классика» на Южном Урале уже появилось больше 2 десятков специально оборудованных спортивных залов. Очень важно, чтобы каждый маленький человечек с самого детства начинал заниматься спортом. Любым, не только борьбой, любым видом спорта. Нам бы хотелось, чтобы наши граждане России росли обязательно здоровыми, сильными людьми. Уже в августе у южноуральских спортсменов будет еще один шанс проявить себя. В Челябинске пройдет всероссийский чемпионат по борьбе на поясах. Классика желает нашим землякам только победы. Ачликуль – единственная татарская деревня в Красноармейском районе. В первую очередь она знаменита своим озером. Небольшим, но очень живописным. Деревня и названа в его честь. Действительно ли озеро такое горькое? Это попыталась выяснить съемочная группа нашей программы. Дата хоть и не круглая, село Ачликуль было основано в 1782 году, но день рождения все равно отмечают с размахом. На праздник пригласили представителей областного конгресса татар. Делегация приехала с подарками и словами благодарности. Народ здесь живет особый, добрый, приветливый и невероятно талантливый. Они талантливые, они трудолюбивые, они веселые и активно принимают участие. То есть вот это вот село на самом деле просто держится на самих людях.
И словно доказательство выставка народных промыслов, которую организовали специально к празднику. Здесь собраны работы мастериц разных поколений. В семье Валиулиных все женщины увлечены рукоделием. Пока свекровь мастерит цветы из проволоки и бисера, невестка вяжет крючком удивительной красоты платья. Так посмотрела и решила увлечься. Я ушла с работы, у нас коллектив был, несколько человек. И решила каждый на день рождения вот это вот все подарить. Ачликуль – единственная татарская деревня в Красноармейском районе. Себя они называют Мещари, так переродилось слово Мишари. Говорят на особом диалекте, который очень распространен в Поволжье. Деревню назвали в честь озера. Вода в нем действительно и горькая, и соленая. Поэтому раньше местным жителям, чтобы запастись водой, приходилось преодолевать путь длиной в 50 километров. Ачликуль авылында кунакта Өлкә татар конгрессы бүген Ачликульнең туган көнен бәйрәм итә. Бу көн Сабантуй кебек итеп үткәрелә. Шуңа күрә ул безнең җырларыбыз, тарихыбыз кебек бик кадерле, бик кирәкле әйбер. Безнең милләттәшләребез биредә бик талантлы булып яшиләр. Аларның җырларын саклаганнар, үзләренең моңнарын саклаганнар. Һәм балалар укып килә. Ләкин шунысы кызганыч, Ачликуль мәктәбе элек бик зур мәктәп иде. Хәзерге көндә балалар саны бик аз. Аларны күчереп бетергәннәр, башлангыч сыйныфлар гына калган. А в следующей программе новые истории и новые интересные факты из жизни села Ачликуль. Не пропустите. Сегодня мы продолжаем рассказ о деревне Аминево. В центре внимания загадочная история ее возникновения. Ведь деревня с точно таким же названием есть в Октябрьском районе. Почему на карте области появились деревни-близнецы? Узнаем прямо сейчас. В село Аминево Октябрьского района наша съемочная группа попала практически случайно. Приехали снимать Сабантуй, а тут такая красота. Говорят, что старинные надгробия появились в окрестностях озера Даутово раньше, чем первые переселенцы. Такие артефакты можно найти во многих татарских селах. Но русские буквы на каменных плитах мы, признаться, видим впервые. Так причудливо переплелись в Аминево культуры двух народов. Основатели села – выходцы с Поволжья, татары, бежавшие от крепостного права под предводительством Амина Ибрагимова. Именно в его честь названа деревня Аминево в Уйском районе. В 1838 году жители нашего села, которые не захотели вступить в казачество, не согласившись с той политикой, они ушли, покинув наше село Аминево Уйского района, и пришли они именно вот на эту территорию. Потом многие все же возвращались обратно. На родину предков переехала и Минслу-Апа. Вынудили обстоятельства. 5 yıl buna oturdum da birincisine taştanımda sıktım. İstenem savkutga, kolkutga, istenem. В родной деревне последний раз она была больше полувека назад, в 1956 году. И когда уйские аминевцы собрались к Октябрьским в гости, тоже решила приехать, несмотря на преклонный возраст. В этом году Минслу-Апа исполнилось 89. Раньше была здесь и мечеть, и школа была, и, значит, дом культуры, то есть клуб у них был, медпункт был. Ну, в настоящее время, в связи с тем, что сейчас время такое, что рушатся деревни, поэтому здесь остается 33 хозяйства, 96 жителей прописано, а проживают 69. Для Абдуллы Баймухаметова Аминево навсегда останется таким, каким было в далеком детстве. Уже много лет он живет в Краснодарском крае, но родина всегда в его сердце. Родился здесь, среди этой красоты, березы. Это моя любовь, моя жизнь. Впрочем, не все решаются покинуть Аминево. Держат гусей, коров, уток, тем и живут. Вот только остались вот это поколение, вот наше, наверное, только, и все. И старики. И все же аминевцы верят, это не последняя страница в увлекательной истории их родной деревни. Возможно, найдутся те, кто силен духом и характером и решится возродить село. А эта земля способна ответить им благодарностью. Уж в этом они точно уверены.
Сегодня хозяйка на нашей кухне Зульфия Шахвалеева, победительница конкурса красоты и таланта «Татарочка-2012». С ее помощью Руслан Шарафудинов приготовит настоящий татарский завтрак. Уверены, что и вам это блюдо будет по силам. И сәнмесез, дуслар. И сегодня на нашей кухне вместе со мной готовит победительница конкурса «Татарочка-2012» очаровательная Зульфия Шахвалеева. Привет, Зульфия! Салям, салям, салям. Зульфия Шахвалеева, победительница конкурса «Татарочка-2012», родом из села Муслюмово Кунашакского района. Окончила педуниверситет по специальности учитель информатики. Любит детей, увлекается фотографией. На конкурсе «Татарочка» Зульфия покорила жюри и зрителей удивительной красотой, обаянием, знанием татарской культуры и национальных традиций. Чем порадуешь? Каким блюдом сегодня нас? Сегодня мы с тобой будем готовить тунтырму. Тунтырма – это омлет по-татарски, очень нежное и пышное блюдо. Тунтырма или омлет по-татарски – простое и сытное блюдо, которое идеально подходит для завтрака. Тунтырма обладает нейтральным вкусом, поэтому подавать ее можно с различными соусами на гарнир, горячим блюдом и даже в качестве десерта, дополнив вареньем. Итак, Зульфия, с чего начнем? Так, мы начнем с яиц. Нам понадобится 6 яиц. Так, алты и морка. А ты будешь их взбивать? Да, я буду их взбивать до пышной пены. Зульфия, вообще, как часто ты готовишь? Готовлю я часто, почти каждый день. Ну, когда дома бывает. Ты работаешь в ресторане или столовой, да? За столовой. Нет, я готовлю я дома. У вас большая семья? Нет, сейчас мы живем мама, папа, я, а так, когда приезжают гости, то, конечно же, я готовлю для всех. Теперь нам понадобится молоко, примерно 300 миллилитров. Налей, пожалуйста, в мисочку, и нужно разогреть. Так, мы разогреваем молоко. Да, но не делай слишком горячее, такое тепленькое. Чуть-чуть. Значит, мы греем молоко и растапливаем 100 грамм масла. Зульфия, ну, мне кажется, нашим телезрителям всем интересно, ну, как ты попала на конкурс «Татарочка-2012». Отправили родителей со словами «Кызым, баринде, давай, выиграй, пожалуйста, машины нам надо». Или как это случилось? Нет, мне предлагали участвовать еще в 2011 году, но у меня участвовала подруга, поэтому я отказалась. А в этом году по настоянию подруги я пошла. Выучила стихотворение. А ты помнишь это стихотворение, которое ты рассказывала на кастинге? «Ишеттем мин кише берау жырлый, шын безнеше матур, милли кей, башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы кей. Түзәлмәдем, бардым жырлаучыга, дидем, карадаш, бу көй нинди көй? Җавабында милләттәшем миңа, бу көй була диде, әллүки». Ай, молодец, бик зур рахмәт, Зульфия. Бик матур шигыр болды. Очень красивое стихотворение. Но я надеюсь, и наше блюдо сегодня будет красивым, вкусным и татарским. Масло мы не все сливаем, немножко оставляем. Да. Так, добавляем немного соли. Ага. Таз. Так, сейчас немножко перемешаем. И помешаем. Да. Зульфия, расскажи, пожалуйста, как проходили вообще вот ощущения, какие вот во время конкурса? Все-таки он длился несколько месяцев. Да, он длился. Не было желания сказать, все, устала, ардам, домой хочу, к маме? На самом деле, Руслан, был такой момент, когда все совпадало с тем, что у меня был диплом. То есть ты писала диплом во время конкурса? Да, и конкурс проходил как раз в деревне Париж, в селе Париж, на Кайбакском районе. Вот, ну, я, Аллаху шукр, все успела, и конкурс. Я представлю, что название дипломной работы было «Достопримечательности Парижа». Теперь, Руслан, возьми ложечку и потихонечку насыпаем мне муки. Муки нам понадобится где-то примерно грамм 80. Либо вместо муки можно добавить манную крупу. Также то есть можно манную крупу? Да, либо манная крупа, либо мука. Еще немного осталось помешать? Да, еще чуть-чуть. Чем я могу помочь? Так, ты, пожалуйста, разогрей сковородку. Так, налей растительного масла. Так. Добавляем растительного масла немного. Да, все достаточно. Так, сковородочка у нас подгрелась уже. Так. Заливаем. Правильно я все делаю? Да. Так, Руслан, наша тунтырма уже загустела, мы можем ее поставить в духовой шкаф, ну, примерно на 5 минут. Ах. Да, красиво. Так, теперь... Я пота, бик мотор.
Наш последний штрих мы должны смазать тунтырму, да. Топленым маслом. Растопленным маслом. Давай, доверю тебе этот ответственный процесс. Зульфия, вот когда я был на финале, мне особенно понравилось, когда Надежда Бабкина со своей группой пела татарскую песню. Для меня это, кстати, было удивительно, да. И для нас тоже. Да, и ты знаешь, не только песня Надежды Бабкиной, мне кажется, весь конкурс, эти полгода, весь финал, это все было очень феерично, очень масштабно. За что я бы очень хотела поблагодарить Конгресс татар и Елену Рафиковну Колесникову лично. Огромное спасибо. Биг зур рахмет. Для приготовления вам понадобится яйцо куриное 6 штук, мука пшеничная или манная крупа 80 граммов, масло сливочное 100 граммов, молоко 300 миллилитров, соль по вкусу. В глубокую миску выпускаем яйца, взбиваем миксером до однородной массы. К яйцам вливаем молоко и растопленное масло, солим, добавляем муку и тщательно перемешиваем. Полученную массу переливаем в сковороду, смазанную любым растительным маслом или жиром, ставим на огонь. Как только масса загустеет, помещаем блюдо в духовку на 5-10 минут. Готовую тунтырму сверху намазываем маслом и подаем на стол. Приятного аппетита! Посмотрим, насколько красиво, вкусно умеет готовить победительница конкурса «Татарочка-2012». Итак... Никогда не знал, что с помощью таких обычных ингредиентов, продуктов можно превратить обычную яичницу в такой замечательный шедевр. Великолепный рецепт, Зульфия, молодец, браво, рахмет. Рахмет. Зульфия, ну я прошу обратиться к телезрительницам Челябинской области и Южного Урала, которые захотят в будущем принимать участие в конкурсе «Татарочка». Вот можешь их направить. Кызлар, матур, Кызлар. Никогда не сомневайтесь в себе обязательно, если как только появится информация о конкурсе, обязательно идите, приходите на кастинг и участвуйте. И главное, делайте все это с душой. Как делала это наша очаровательная Зульфия и добилась своего и победила. Бигзур рахмет, уңышлар, шатлыклар, байлыклар, балалар. Спасибо большое, до новых встреч. Сау болыңыз, достар, любите татарскую кухню. До новых встреч! А сейчас рассказ о тех событиях, которые ждут нас в ближайшее время. В Москве появится улица, названная в честь одного из городов Республики Татарстан. Пока Зеленодольскому проезду присвоен лишь номер 5051. Решение о наименовании принято правительством Москвы. Дело в том, что столицу и Зеленодольск связывает долгая история. Город на левом берегу Волги появился когда-то как крошечное зимовье на переправе по дороге из Казани в Москву. Сегодня это один из крупнейших промышленных центров Татарстана. 57 пар готовятся принять участие в республиканском конкурсе женской красоты и материнства. Мероприятие пройдет в 9-й раз и традиционно соберет жителей большинства городов и районов Татарстана. Его главная цель – обратить внимание на семейные традиции и ценности. В этом году, по словам организаторов, в конкурсе примет участие много приемных и многодетных семей. В Тюмени испекут именинный баурсак. Конкурс на лучшее лакомство приурочен ко дню города. В нем примут участие как кондитеры-профессионалы, так и любители. Итоги подведут 27 июля. Жюри оценит не только внешний вид и вкусовые качества блюда, но и оригинальность презентации, которую должен подготовить каждый кондитер. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго и до новых встреч на канале ОТВ. И сан сау благос!